Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова опровергла информацию о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков города. Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова опровергла информацию о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков города. Напомним, на одном из порталов вышла информация о том, что в 12,0 на избирательном участке на глазах у журналиста бабушка закинула в урну более 3 бюллетеней, предположительно 5 или 8 штук. Когда старушка ушла, другая женщина закинула 1 бюллетень. Грубое правонарушение законодательства в виде вброса было зафиксировано журналистами одного портала. Комментарий был сопровожден фотографией. Мы сразу стали разбираться в этой ситуации. Во-первых, у нас в городе Алматы таких кабинок нет, у нас кабинки оборудованы другими шторками, они более тонкие и светло-голубого цвета. Второе, избирательный участок в реальности имеет другой вид, кабинки не имеют передней шторки, прокомментировала Жанна Асанова и продемонстрировала фотографию избирательного участка. Грубое правонарушение законодательства в виде вброса было зафиксировано журналистами одного портала. Комментарий был сопровожден фотографией. Мы сразу стали разбираться в этой ситуации. Во-первых, у нас в городе Алматы таких кабинок нет, у нас кабинки оборудованы другими шторками, они более тонкие и светло-голубого цвета. Второе, избирательный участок в реальности имеет другой вид, кабинки не имеют передней шторки, прокомментировала Жанна Асанова и продемонстрировала фотографию избирательного участка. Данная ситуация ясно, четко показывает, насколько можно раскачать ситуацию и как бы в части того, что выдать то, чего не происходило, за достоверные факты. Поэтому, господа коллеги-журналисты, тоже будьте добры, убедитесь, когда к вам поступает материал, лучше проверить несколько раз, потому что это все-таки репутация и ваша, и наша. И наша ответственность перед избирателями – это доводить достоверную информацию до всех, заключила Жанна Асанова. Стоит отметить, позже редакция новостного портала уточнила, что данный участок находится в Алматинской области. Albatross.